Я смотрю на мир огромный, солнце в небе светит ярко, за рассветом убегает синеглазая река. Я любуюсь красотою, словно праздничным подарком, и от счастья льется песня в облака. Мир чудесный, мир прекрасный, в нем так много разных красок. Этот мир огромный создан для тебя и для меня. Мир прекрасный, мир чудесный, и вокруг все интересно. Здесь на маленькой планете повстречались ты и я. Я смотрю на мир и вижу необычные узоры, словно сказка оживает у природы на руках. Раскрывают мне секреты, необъятные просторы, и от счастья льется песня в облака. Мир чудесный, мир прекрасный, в нем так много разных красок. Этот мир огромный создан для тебя и для меня. Мир прекрасный, мир чудесный, и вокруг все интересно. Здесь на маленькой планете повстречались ты и я. Мир чудесный, мир прекрасный, в нем так много разных красок. Этот мир огромный создан для тебя и для меня. Мир прекрасный, мир чудесный, и вокруг все интересно. Здесь на маленькой планете повстречались ты и я. Мир чудесный, мир прекрасный, в нем так много разных красок. Этот мир огромный создан для тебя и для меня. Мир прекрасный, мир чудесный, и вокруг все интересно. Здесь на маленькой планете повстречались ты и я. Повстречались ты и я. Здравствуйте! Эстрадная студия «Дорога звезд» нашей студии, а также в ней Ассоль Мухамедянова. И Рустем Каримулин. Вот так необычно началось это утро, праздничное утро. Ведь сегодня 1 июня, и во всем мире отмечается День защиты детей. Отмечается этот праздник ежегодно, а учрежден он был в ноябре 1949 года в Париже. А еще мы объявляем лето открытым, пусть немножечко и холодно. В нашей программе сегодня вас ждут музыка, полезные советы, необычные рецепты и розыгрыш билетов в театр. И это еще не все. День защиты детей. В эфире праздничный выпуск программы «Здравствуйте». Летний лагерь. Чем занимаются в школе во время каникул? И почему наши дети так зависят от гаджетов? И начинаем мы нашу программу с сюжета, который придется кстати всем работающим родителям. Лето, город, каникулы. Что делать с ребенком? Вот и закончилась учеба, начались каникулы. А это значит самое время отправляться в школьный лагерь. Сегодня мы расскажем об одном из них, находящемся в Казанской гимназии номер 2. Малый Салят – это пришкольный профильный лагерь, английский, лингвистический. Дети здесь обучаются английскому языку, то есть занятия проходят на английском языке. С утра ребята делают зарядку, затем босиком бегают по полю. После этого завтрак, а потом прогулка или поход в кинотеатр. Затем обед, и в 14:30 дети расходятся по домам. Есть дежурная группа для тех, чьи родители работают до вечера. В лагере интересно, увлекательно. Вот что говорят сами ребята.
Мне очень нравится этот лагерь. Здесь мы учим английский язык. Здесь мы ходим в разные театры, кинотеатры, ставим разные спектакли на английском языке. Я с удовольствием хожу в этот лагерь. Тут у меня очень много друзей. Я с ними очень хорошо провожу время. Мне лагерь очень нравится. Мне нравится говорить по-английски, ходить в парке, кинотеатры, в театре, гулять на улице. Сегодня после завтрака ребята пошли на прогулку в парк. И это очень важно и необходимо каждому ребенку. Стараемся делать все, чтобы отдых детей был бы разнообразным, насыщенным, чтобы им очень понравилось. Ведь от этого во многом зависит, как они придут на следующий учебный год и сядут за парты, каким настроением они придут сюда. В этом году лагерная смена посвящена изучению английского языка. Ребята в игровой форме учат стихи, выражения, а еще пробуют себя в роли актеров, ставят спектакли на этом языке. Даже зарядка у нас на английском языке. Они таким образом больше получают знаний на английском языке. Получается, без выезда за границу такие возможности получаются. Им очень нравится. Закончится лагерь Сабантуем, который пройдет в конце июня. Праздник обещает быть веселым и оригинальным, ведь готовиться к нему будет вся школа. Доброе утро! Встречаем первого гостя. В нашей студии Марина Белоусова, доцент Казанской государственной медицинской академии, врач, психотерапевт. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Марина Владимировна, летний лагерь – это хорошо еще и потому, что там дети заняты и наконец-то выпускают из рук эти уже гаджеты свои. Скажите, пожалуйста, почему наши дети так зависят от этих чудес техники? Почему настолько их это так притягивает? Вот мы ведь такими не были. Детство – это всегда территория исследования. Нам всегда хочется в этом возрасте познавать что-то новое. Это босоногие странствия по крапиве, это все время желание исследовать или построить свой штабик, это возможность изучать пространство, которое сейчас, к сожалению, стало ограниченным. Мы боимся выпускать своих детей на улице. Да. И в какой-то момент они ищут для себя замену. И той волшебной страной становится гаджет. А гаджет вследствие своих сенсорных характеристик, он настолько завораживает ребенка, что путешествовать с ним легко и приятно. Настолько безответственно я погружаюсь в этот мир, я не должна контролировать себя, я не должна бояться, что я кого-то там обижу, я не должна переживать, что я буду неуспешна в этой игре. Я отложу ее или брошу, если гаджет меня расстроит. Совершенно верно. Перейду или на выключу. уровень. Конечно, конечно. И таким образом я ни от кого не завишу. Я не должна строить свои отношения с людьми. Я просто играю с этой игрушкой и сама того не замечаю, как эта игрушка затягивает меня. Вот в такой капкан попадают наши дети. Да, а с другой стороны, для работающих родителей, с одной стороны, телефон – это даже какое-то удобство, да? Пришел, человек весь день работал, пришел вечером, а вот на тебе телефон, играй в игрушку, я немного отдохну. Ну а где та грань между удобством и зависимостью? Тут, наверное, самое правильное решение – это принять на себя ответственность со стороны родителя. А зачем я все-таки даю эту игрушку? Мы уже должны понять, что эта вещь перестала быть, собственно, вещью. Это некий пропуск в волшебный мир. И кто я, когда я даю этот гаджет? Я хозяин этого пропуска в новую волшебную страну, как для Алисы в Зазеркалье. Я некий строгий учитель, который хочет, чтобы мой ребенок сначала 15 раз отжался, потом выучил английский, а потом только я дам этот пропуск. Награда. Да, совершенно правильно. Или я настолько занятый человек, что я настолько устал, что этот гаджет стал заменителем меня как родителя, заменителем меня как утешителя, заменителем меня как рассказчика. У меня не хватает на все этой энергетики вечером. И я согласен, чтобы функцию этой доброй, ласковой, в кавычках, функциональной мамы выполнял этот гаджет. Если я с этим согласен, то я должен подписаться и на другое, что в каком-то более интересном подростковом возрасте ребенок будет в гаджете искать ответы, ребенок его будет слушаться. Я утрачу свой авторитет, совершенно верно. Да. Потому что за знаниями ребенок будет обращаться туда. За утешением, за интересами, за вопросами о сексе, о смерти он будет обращаться туда. И в этом случае я, конечно, должен понять, что я эту роль готов отдать, получается, в раннем детстве, если я знакомлюсь с гаджетом так рано. Так, Марина Владимировна, очень интересный у нас разговор. Мы сейчас прервемся на небольшой блок рекламы и обязательно с вами продолжим. Не переключайтесь.
Доброе утро. Мы продолжаем беседовать с нашей утренней гостьей. Это Марина Белоусова, доцент Казанской государственной медицинской академии, врач-психотерапевт. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Марина Владимировна, вот сейчас даже поставщики интернета, провайдеры делают такую, предлагают такую тему, чтобы шагомер приложения установленное высчитывал твои пройденные шаги в день, и в зависимости от них они дают тебе время пользования интернетом. И это, мне кажется, очень интересный ход. Но как это можно применить относительно детей? Как отучить их от этих гаджетов и что можно предложить взамен? Если мы рассматриваем гаджет как уже сформированную зависимость, то мы должны руководствоваться тем правилом, которым мы работаем с любой зависимостью. Мы не можем ее запретить, мы можем ее заместить. И если мы отбираем гаджет, значит, мы должны дать что-то еще. Вряд ли в этой номинации могут выступать интересные книги. Современные дети не так уж любят читать. Скорее всего, мы можем заменить это каким-то качественным общением, путешествиями. Но не путешествиями вот в таком привычном смысле слова, а путешествиями-квестами, когда семья проходит какой-то маршрут или когда сверстники собираются и решают какую-то задачу. То есть это то, что позволит выдернуть нашего ребенка из лап вот этой технологии. Потому что в какой-то момент, вот вы привели сейчас замечательный пример, если мы становимся не властелинами этой техники, а ее рабами, она за нас считает, она за нас производит расчет калорий, она за нас представляет, какие вам книжки лучше почитать, какие топ-кино вам лучше посмотреть, мы в этот момент становимся потребителями. А ведь мы рождены, чтобы творить, мы рождены, чтобы радоваться, мы рождены, чтобы придумывать. Вот если вернуть это творчество на территорию нормального детства, чтобы они не списывали смс-ки, поздравляющие их учителей или их друзей, а придумывали, какие слова я должен сказать, чтобы согреть мою маму или доказать папе, насколько он мне дорог и важен. Вот, наверное, если мы это творчество вернем в жизнь ребенка, вкупе с другими атрибутами нормального детства, это будет то, что позволит ему уменьшить роль гаджета в своей жизни. То есть, чтобы вырвать ребенка из мира гаджетов и не стать ему врагом, нужно как-то, наверное, постепенно и обязательно показывая свой пример, мне кажется, да? Вы абсолютно правы. Ребенок не будет нас слушать, он будет на нас смотреть. И если вся семья в этом гаджете сидит, и каждый находит что-то новое там, и мама каждый готовит для себя. по гаджету, да, папа смотрит футбольные матчи. Мы ведь почему так привязаны к нему? Нам легче созерцать, нежели отдавать что-то или создавать что-то. Нам всегда легче быть потребителем. В нас закидывают информацию, а мы ее как-то перерабатываем. Возможно, Если... да, возможно, у вас есть какой-то совет для родителей и детей, которые, ну, уже, можно сказать, если не совсем ушли в мир гаджетов, но все же уже вот близки к этому. Ну, наверное, я бы хотела напомнить им, что самое ценное – это наша жизнь и те люди, которые нас окружают. Мы начинаем понимать, что они нам дороги только тогда, когда они от нас уходят, отдаляются, мы их теряем, они заболевают. Но на самом деле жизнь – это набор уникальных мгновений здесь и сейчас. Вот такое удивительное снежное июньское утро – это тоже кусочек нашей жизни. Никогда не забудем. Конечно. Да. Вот такой замечательный, добрый кофе, который мы пьем вместе со всей семьей и размышляем о том, что же мы будем делать вечером. И вот эти кусочки мгновений, если взрослые начнут собирать их вместе с детьми, это, наверное, будет то, что не только оторвет от гаджета, но и покажет ценность человеческого отношения. Да, и скоро уже появятся новые номинации. Знаете, там написал школьник стих в номинации «Не пользуюсь интернетом». Да, да, это будет здорово. Человеческое общение ничто не заменит. Спасибо вам огромное за такую занимательную беседу. Нам было очень интересно. Я думаю, нашим телезрителям тоже. Всего вам доброго. До новых встреч. Спасибо вам, что подняли такую важную тему. Спасибо. Обязательно. Обязательно будем еще вас приглашать и поднимать такие темы. Спасибо. Продолжаем. И вот что... Нашептали нам звезды. Овны, для вас это не самый приятный день. События идут медленно, не радуют, и необходимость разбираться с проблемами, возникшими не по вашей вине. Возрастает ответственность. Тельцы, не спешите тратить деньги на вещи и услуги. Завтра вы можете в них разочароваться. Также не ждите ясной позиции от супруга, особенно в важных делах. Близнецы, день сомнений сегодня. С одной стороны, ваши силы растут, но ясности в делах от этого не прибавляется. Упрек в непостоянстве, который часто слышен в ваш адрес, сегодня имеет под собой реальную почву. Ракам этот день обещает размеренный ход событий, ровное и гармоничное настроение. Слушайте свой внутренний голос. Это лучший способ избежать неприятностей. Лев, неприятные воспоминания могут выбить вас из колеи, подорвать уверенность в будущем. Гоните их прочь. Самый важный момент, возможны сомнения, правильные они или нет, покажет только время. Девы, сегодня ваше финансовое положение окажется недостаточно надежным. Успех на работе будет зависеть от расположения начальства. Но, несмотря ни на что, сохраняйте оптимизм и бодрость духа. А мы продолжаем. Время заниматься спортом.
Здравствуйте! Вы только что увидели, как плавает настоящий профессиональный спортсмен. Правильную технику плавания. А сейчас я покажу вам, как это делаю я. Я плаваю собачкой. Что вы устала? Нужно научиться правильной технике плавания. Когда голова находится над водой, нас защемляют шейные позвонки, и отсюда у нас возникают головные боли. Если не умеете плавать, то у нас есть вспомогательные средства. Мы можем взять досочку на прямых руках. Самое главное, это в первое время научиться правильно дышать. Опускать лицо в воду. Вдох, выдох через рот. Нужно научиться плавать всеми 4 видами способов плавания. Это дельфин, на спине, брас, кроль на груди. Плавание можно использовать не только как расслабляющее средство, но и как тренировку. Приходим в бассейн, учимся плавать, получаем удовольствие. И хорошее настроение. Плавание расслабляет мышцы, поднимает тонус и настроение. А если все это еще и разбавить сауной, то кайф вам обеспечен. Пока-пока. Доброе утро! Продолжаем нашу программу. Сочи признан самым популярным городом для отдыха с детьми этим летом в России. Об этом сообщается в отчете известного российского сервиса по бронированию жилья. Для этого эксперты проанализировали результаты бронирования отелей россиянами в период с 1 июня по 31 августа 2018 года. Также в лидеры среди курортов Краснодарского края и Крыма вошли Евпатория, Анапа, Феодосия, Ялта, Судак, Алушта, Ейск, Геленджик и Севастополь. Отдыхайте с детьми этим летом, наслаждайтесь временем, проведенным вместе. А сегодня приготовьте что-нибудь тоже вместе с ними. В Международный день защиты детей в рубрике «Приятного аппетита» готовим необычные блины. Просейте 10 столовых ложек муки. Добавьте 3 столовые ложки сахара и немного соли. Положите 2 яйца и влейте пол-литра молока и 2 столовые ложки растительного масла. Перемешайте, перелейте тесто в пластиковую бутылку, например, из-под кетчупа. И творите. Выпекайте Микки Маусов, медвежат или буквы. Приятного аппетита! Замечательный сюжет. Ну а сейчас слово Вере Гараниной. Традиционный пятничный книга-обзор у нас сейчас. Вот сняла с полки эту книгу и не захотелось ее снова поставить обратно. Настолько она приятно тактильна. И вот эти закругленные уголки и обложки – это тоже очень такая удачная издательская находка. Пролистала, прочитала, не пожалела о потраченном времени. Сюжет тривиальный. История главной героини, которой вернулись чувства из ее прошлого. Это чтение, женское чтение, чтение для отдыха на пару вечеров. Кэрин Уайт, «Колыбельные звезды».
Андрей Муруа. Мне в сочетании этих двух слов слышится какая-то музыкальность. Сегодня я вам хочу представить книгу Андрея Муруа. Называется она «Фиалки по средам». Муруа сегодня очень популярен. Его произведения захватывают, это короткий рассказ, буквально с первых страниц. Но здесь, конечно, особая заслуга переводов и особая благодарность переводчикам. И все же в произведениях Муруа главное – это изящные и необычные концовки. Он мастер неожиданных концовок. И все это проявляется, как правило, в последнем абзаце, иногда даже в последнем предложении. «Фиалки по средам» – это сборник коротких новелл, всего их 13, в которых главный герой или главные герои, в каждой новелле свой герой, показаны одновременно обыкновенными и необыкновенными людьми. Да, так бывает. Его герои вызывают иногда добрую улыбку, иногда даже громкий смех, но всегда писатель рассказывает о них тонко, изящно, и после этих рассказов остается приятное послевкусие. И хочу обратить внимание ваше даже на название «Фиалки по средам» или «Средам», и так правильно. В этом названии кроется, в общем-то, смысл всех новелл и какой-то особый лиризм и особая грусть. И обращаю внимание на оформление книги. Здесь все оттенки лилового цвета, это тоже в духе Муруа. «Фиалки по средам» Андрея Муруа – это чтение для удовольствия и настроения. Спасибо большое, Вера. Ну а мы продолжаем. И сейчас советы для родителей. Они будут интересны как мамам, так и папам. Как из подручных средств придумать что-то интересное для ребенка. Смотрим. Чтобы помочь своему малышу познавать окружающий мир вместе с вами, играйте с ним в специальные игры. В сегодняшнем ролике мы покажем вам топ-5 развивашек для детей до года. Какие развивающие игрушки выбрать ребенку до года? Все игрушки должны иметь яркий окрас и четкое очертание. Быть прочными и безопасными, ведь ребенок будет их бросать, кусать и обсасывать. Выбирайте разнообразные материалы – дерево, пластмасса, ткань, резина. А теперь поговорим о самих развивающих играх. Пальчиковый театр. Яркие игрушки для пальчикового театра не только помогут развлечь и заинтересовать вашего малыша, но и при правильном подходе могут стать инструментом для развития. С их помощью вы можете рассказывать малышу о животных и звуках, которые они издают, а также читать стишки и потешки, которые с помощью пальчиковых игрушек будут лучше восприниматься малышом. Прятки. Развивать внимание и логику ребенка помогает простая игра в прятки. Многие малыши заходятся громким хохотом, когда родители предлагают им такое развлечение. А как у вас? Погремушки. Еще одна веселая игра на развитие сенсомоторики. Используйте разные наполнители к таким самодельным погремушкам и объясняйте малышу разницу. Это могут быть монеты, мелкие игрушки, рис, манка и другие крупы. Тематические карточки. Глен Доман, основатель одноименной методики, полагал, что каждый ребенок может стать гением, а раннее развитие – ключ к гениальности. В своей книге он говорит о том, что человеческий мозг растет и развивается благодаря его постоянному использованию. Показывайте карточки ребенку каждый день. Занимайтесь с ним тогда, когда процесс приятен обоим. Чтение. Ну и, конечно же, на вершине любого топа развивающих игр до года стоит чтение. Ведь ребенок только учится познавать мир, а книги в этом лучшие помощники. Начинать читать ребенку можно еще до его рождения, а затем собирайте библиотеку таким образом, чтобы там были книги, которые вы будете ему читать, и те, с которыми малыш будет взаимодействовать самостоятельно.
Если у родителей есть фантазия, в принципе, чтобы развлечь ребенка, можно использовать как маму, так и папу. Например, мама прячется, Да? а папа в этот момент... Да, ку-ку. Ой, а куда делась соль? А где она? Ой, она здесь, она здесь. Слушай, хороший из тебя воспитатель получился. Наша программа продолжается. Время афиши программ ТНВ на сегодня. Обзор культурных событий города, яркие премьеры и люди, без которых немыслима творческая жизнь Казани. Сегодня в выпуске «Ночь в музее». Как прошла она на фабрике Алафузова. «Сон в летнюю ночь». Выпускники театрального училища представили свое прочтение комедии Шекспира. ДК сегодня в 14:15. Праздник лета и детства. Самые красивые и талантливые готовы заявить о себе на весь мир. Маленькие принцессы республики на одной сцене. Гала-концерт республиканского фестиваля «Мини-мисс Татарстана» сегодня на ТНВ. Стоптанные каблуки свидетельствуют о трудном финансовом положении. Браво, Ватсон. К этому можно добавить, что муж нашей Роситы англичанин. Ни один уважающий себя корсиканец не станет есть овсянку. А потом... Он далеко. Вот коробка для почтовой пересылки. Мисс Холмс и мисс Ватсон распутывают самые сложные дела, вызывая недовольство британской полиции. Доведенный до отчаяния из-за самодеятельности двух детективов, Скотланд-Ярд разрабатывает коварный план, чтобы избавиться от конкуренток. Мой нежно любимый детектив сегодня на ТНВ. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после чего вернемся. Впереди много интересного сегодня. Не переключайтесь. Здравствуйте! А сейчас в нашей программе очередной розыгрыш. Мы разыгрываем вот эти билеты в театр имени Качалова на постановку «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна». Он достанется тому, кто ответит на простой вопрос. В каком вымышленном американском городке жили Том Сойер и Гекльберри Финн? Подсказка. Его название напоминает название большого российского города. 570-50-75. Дозванивайтесь, ждем нашего победителя. Ну а сейчас кинообзор в нашей программе. Мы должны быть честными. Эта неделя не самая богатая на громкие кинопремьеры. Например, «Невидимый гость». В российский прокат выходит фильм аж 2016 года. Детектив, триллер, главного героя обвиняют в убийстве, но он, конечно же, не виноват. Все улики против него, но для этого есть адвокат, у которого есть неожиданные меры. Какие? Вот и узнаете. А из актеров узнаете, наверное, только одного — Марио Касас. Красавчик из 3 метров над уровнем неба. Воробей! Ну, помните эту старую шутку про алфавит. В этот уикенд есть одна более-менее раскрученная картина «Красный воробей». Отныне вы будете воробьями, орудиями в мировой борьбе за господство. Вас обучат приемам психологической манипуляции. Для вас не должно быть никаких границ. Раздевайтесь. По окончании курса вы перестанете быть тем, кем были до этого. КГБ против ЦРУ. Какая свежая идея. Ну или, может быть, не совсем КГБ, в общем, шпионские войны. Дженнифер Лоуренс, конечно, шикарная, напряжение должно получиться неплохим, но предупреждение от тех, кто смотрел. Российскому зрителю будет немного тошно от клюквы. Ну вы понимаете, как Голливуд рисует Советский Союз. Клише на клише, и клише погоняет. Ну и еще одна премьера, жирными буквами еще одно предупреждение. Не для всех. Нам даже вырезать кадры из трейлера для обзора было проблематично. Не все можно показывать в утренней программе. А дело вот в чем. Фильм «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Действие фильма разворачивается в Лондоне в 1977 году. Первое, второе и рок-н-ролл. Создатели фильма формулируют идею так. История Ромео и Джульетты с добавлением панков и пришельцев. Ну говорю же, на любителя. Итак, у нас продолжается розыгрыш пригласительного билета на 2 лица в театр Качалова на постановку «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». И настало время повторить вопрос. В каком вымышленном городке жили Том Сойер и Гекльберри Финн? Подсказка. Название этого города
есть у нас в стране такой большой город. Большой российский город. И, как нам подсказывают, у нас есть дозвонившийся. Алло, доброе утро. Доброе летнее утро. Здравствуйте, да, вот такое холодное летнее утро, но тем не менее мы вас поздравляем с началом лета. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Людмила. Я хочу всех детишек поздравить с Днем защиты детей, своего любимого сына Владислава, с каникулами всех. Такая радостная весть, да. Летнего лета. Замечательно. Ну что ж, слушаем ваш ответ. Ответ – это замечательный красивый город Санкт-Петербург. Ну да, или Санкт-Петербург, как было написано уже, скажем так, в оригинале. Да, ну что ж, мы вас поздравляем. Вот эти замечательные пригласительные на не менее замечательную постановку достается вам. Мы вас еще раз поздравляем с началом лета, с началом каникул у вашего сынули. Звоните, играйте, выигрывайте. Мы всегда с удовольствием с вами пообщаемся. Ну а сейчас продолжение гороскопа в нашей программе. Ну а до гороскопа я предлагаю все-таки посмотреть, что же на этот раз сотворил наш народный умелец Олег Кондрашов. Он сделает так, что у вас дома будет пахнуть просто сказочно. Здравствуйте! Правда ведь бывают такие ситуации, когда мы не можем решить самую простую проблему в быту. И я, Олег Кондрашов, подскажу пару-тройку идей, как облегчить вашу жизнь. Вам интересно, что можно сделать с помощью обычной свечки? Тогда внимание! Надеюсь, мои советы будут полезны, и вам не придется просить помощи у других. Правда, рыбка? Ну что ж, спасибо, Олег. Ну а вот сейчас как раз возвращаемся к гороскопу. Весы. Вас ждет исполнение желаний, но весь день вы будете сталкиваться с неприятными помехами. Как бы то ни было, пока вы готовы идти вперед и энергично браться за новые дела. Скорпионы, этот день будет удачным. Многие из вас почувствуют себя более счастливыми. Главную роль в этом сыграют дети. Дети всегда нас делают более счастливыми. Стрелец, вас ждут неожиданные известия, которые могут внести большие изменения в ваши планы и жизнь. Все будет даваться с большим трудом. Бойтесь необдуманных действий и слов. Козероги, сегодня в вас обострится обаяние, и окружающие люди будут от вас без ума. Воспользуйтесь этим обстоятельством, чтобы добиться от них исполнения любых желаний. Такой довольно хитрый ход. Да, ну в меру, пожалуйста, используйте других людей. Водолей, обстоятельства благоволят вам, но сегодня начало нового дела лучше отложить. Вам будет трудно настроиться на нужную волну и придерживаться верного курса. Рыбы, сегодняшний день будет течь в очень медлительном и монотонном ритме. Вами может овладеть ощущение того, что время просто остановилось. Постарайтесь включить режим автопилота и просто дождитесь наступления завтрашнего дня. Ну а мы встречаем Камилу Хакимуллину. Она расскажет нам о культурных событиях. Олег Майами выступит сегодня в Корстене. Один из самых ярких артистов на российской сцене зарядит слушателей своей энергией. Хиты «Ты ветер, я вода», «Если ты со мной», «Заново», «Останься», «Малышка» – все они прозвучат сегодня вечером. Такое нельзя пропустить. Фестиваль «Усадьба джаз». Крупнейший российский open-air, посвященный джазу и фанку, соулу и инди, остается любимым праздником музыки и творчества для многих тысяч людей по всей стране, событием которого ждут целый год. Вот уже в 15-й раз музыканты со всего мира соберутся в Казани, чтобы играть джаз. Разнообразный получается вечер, не правда ли? Но движемся далее. Спектакль «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Верных друзей объединяет страсть к приключениям, жажда свободы и новых открытий. Их ждут множество приключений, они становятся свидетелями убийства, разоблачают преступника, блуждают по пещере, отыскивают клад. Но самое главное, они понимают цену настоящей дружбе.
Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи! А в нашей студии Александр Ивлев, композитор, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, директор эстрадной школы студии «Дорога звезд», директор международного фестиваля «Дорога звезд». Здравствуйте. Доброе утро. Рада вас видеть. Мы начали программу с вашей песни. А почему вы решили писать песни именно для детей? Когда я учился в консерватории, я писал песни в основном взрослые, баллады. Для этого был повод, это моя жена, когда я с ней встречался. А когда мы с ней поженились, мы создали с ней детский коллектив, хор мальчиков. И в тот период времени был дефицит детских песен. Их было либо старые, новых не было. Поэтому пришлось пойти простым путем, начать писать песни. Это здорово. Это здорово. А какие коллективы сейчас работают под вашим руководством? В моем центре работает много коллективов, и вокальные, и хореографические, и вокально-танцевальные. Дети от 4 до 15 лет. У меня очень хорошая команда, у меня и вокалисты хорошие, педагоги, по хореографии педагоги, по актерскому мастерству. Поэтому, в принципе, мы одно дело делаем, мы выступаем на разных проектах «Голос», «Дети», и «Евровидение», «Славянский базар». Наши выдвигаются ребята и солисты, и группы. Поэтому ротируемся на детском радио. Много всего. Замечательно. Александр Ильич, скажите, пожалуйста, а научить петь можно любого ребенка или же без данных все же дело не пойдет? Мы научим любого ребенка. Это наш девиз. Да, то есть это развить можно, Развить можно. ребенка? Просто у каждого свои особенности есть, как в спорте. Может стать чемпионом мира по футболу, а может стать чемпионом мира по хоккею. Можно быть и там, как Дмитрий Всеволод Бобров. Но это единицы. Соответственно. И хочу поздравить сегодня ребят, кто сегодня сдает второй ЕГЭ по математике. Да. Сегодня день у нас очень ответственный для них, в том числе моему сыну. Удачи. Пожелаем, конечно же, удачи и вашему сыну, и всем деткам. И спасибо вам огромное, что вы даете детям шанс реализовать себя и показать все свои способности на все 100%. Спасибо большое. Спасибо. Мы обязательно продолжим. Еще сегодня обязательно мы покажем ваших, воспитанников. Да? Ну а сейчас узнаем, что интересно можно будет увидеть сегодня на нашем канале. Обзор культурных событий города, яркие премьеры и люди, без которых немыслима творческая жизнь Казани. Сегодня в выпуске «Ночь в музее». Как прошла она на фабрике Алафузова. «Сон в летнюю ночь». Выпускники театрального училища представили свое прочтение комедии Шекспира. ДК сегодня в 14:15. Праздник лета и детства. Самые красивые и талантливые готовы заявить о себе на весь мир. Маленькие принцессы республики на одной сцене. Гала-концерт республиканского фестиваля «Мини-мисс Татарстана». Сегодня на ТНВ. Стоптанные каблуки свидетельствуют о трудном финансовом положении. Браво, Ватсон. К этому можно добавить, что муж нашей Роситы англичанин. Ни один уважающий себя корсиканец не станет есть овсянку. А потом... Он далеко. Вот коробка для почтовой пересылки. Мисс Холмс и мисс Ватсон распутывают самые сложные дела, вызывая недовольство британской полиции. Доведенный до отчаяния из-за самодеятельности двух детективов, Скотланд-Ярд разрабатывает коварный план, чтобы избавиться от конкуренток. «Мой нежно любимый детектив» сегодня на ТНВ. Наша программа завершается, но это еще не все. Эстрадная школа-студия «Дорога звезд» предлагает свой очередной блистательный номер в День защиты детей. И песня называется «Вот здорово». В голове походить на руках. И мы заявляем честно, на свете жить интересно. Для нас страна
Замечательные детки и прекрасные герои нашей программы. Поздравляем их с праздниками. Пусть всем детям в нашей стране жить будет здорово. Да, действительно, великолепный номер, заряжающий позитивом, а самое главное, согревающий. Соль, я думаю, пришло время еще и рассказать, какая же погода ожидает в выходные всех нас. Ну что ж, синоптики обещают, к сожалению, не очень теплые выходные, но в воскресенье, говорят, все же дождь закончится. Ну, в субботу, правда, будет идти. Но, тем не менее, календарное лето пришло, а значит, совсем-совсем скоро яркое желтое солнышко выглянет и порадует нас своим теплом. Мы желаем не унывать, и несмотря на то, что на улице прохладно, любите друг друга, берегите друг друга, и самое главное, своих детей берегите. Ну что ж, это все, что мы успели рассказать вам сегодня, а вот что всех наших зрителей ждет в понедельник. На здоровье. Чем опасен варикоз? Приятного аппетита. Готовим быстро и просто. Премьера в театре кукол. Кот в сапогах понравится и детям, и взрослым. На этом наша программа завершается. В понедельник встречайте наших коллег Светлану Звонарева и Влада Портнова. Они вновь вам скажут здравствуйте. Ну а всех наших телезрителей мы благодарим за то, что каждое утро в 8-10 утра вы включали свои телевизоры и видели нас. Рустема Каримуллина и Ассоль Мухамедянову. Мы желаем вам хороших выходных. Отдохните. Самое главное, не заболейте с учетом того, что происходит с погодой. Мы желаем вам всего самого хорошего. До скорой встречи и с первым днем лета вас. Всем пока.